Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 5 октября 2022 года. С вами снова я, вождь Аслан, на канале Аслан Арцуев Реалити в ТикТок. Это видео, я сообщаю вам, будет а, перезалито на мой YouTube, основной YouTube канал Reality HRCI. Мой канал, подписывайтесь. Давно не заходил сюда, был забанен, думал навсегда, но повезло, сказали, что в следующий раз буду забанен навсегда, а сейчас мне тут только лишь на время меня забанили, друзья. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал. Прямо тут в ТикТоке вы найдете ссылку, прям значок YouTube там висит. Нажимаете на него, заходите прямо на YouTube и подписывайтесь на канал мой Reality HRCI. Просто Reality Аслан Арцуев. Также на мой другой канал, здесь в ТикТок, тоже он называется Аслан Арцуев. Подписывайтесь на него, так как в любой момент этот канал могут забанить навсегда, как мне уже сказали. Поэтому, друзья, я вам всем рад. Меня уже разбанили, поэтому проведем сегодня стрим здесь в ТикТок. Так, здравствуйте, Рустам, Илечка, Лилечка, извиняюсь. Сейчас я сделаю побольше, чтобы было видно. Не разобрать. Здравствуйте, витаю вас всех. Рамсам Кадыров, мне кто-то пишет, Рамсам. Да, Рамсам. Сам Рам. Совершенно верно. Ханхазалу Исар Лецна Сан Уэльнаш. Так, друзья, я хотел бы рассказать о том, что Лиман, как известно, взят. Русские бегут, сломя голову, но это еще не все, так как русские не только побежали непосредственно, кто стоял на переднем крае из оккупантов, побежали даже заградотряды. Это в первый раз, наверное, в истории, когда бегут и заградотряды тоже. Украина продолжает свое наступление. Все супер просто. Ну, если исходить из того, что идет война и гибнут люди. А так, все отлично. Мобилизация бомжей, бичей, умственно недоразвитых, потому что умственно развитый никогда не пойдет на эту, не согласится пойти воевать в чужую страну, называя это, что мы якобы защищаем свою страну. Какую страну? 30 лет украинцы вас не трогали, 30 лет вы ездили без визы в Украину, как хотели, там жили, там у вас была агентура, даже президент ваш был там. И все. Я удивляюсь этих людей. Просто моему удивлению нет предела просто. Ну как так нагло? Понятно, что есть пропаганда, понятно, что лгут. Ну так нагло просто вот те, кто потребляет эту пропаганду, ну такими вещами, ну просто смешно просто. Но могу сказать, что около, по разным оценкам, до 1 000 000 человек уже покинуло фашистскую Россию. Это мужчины призывного возраста. Это говорит о том, что украинцы, им приходится по сусекам собирать дебилов, умственно отсталых, больных там и так далее. Ну или насильно забирать, конечно же, на войну. А 1 000 000 человек, они говорят сейчас, там, около 100 с чем-то тысячам нужно собрать. Так в общей 300 говорят. Ну там, как обычно, все в России. Все ложь, обман. Вообще-то 1,5 миллиона там нужно. Ну, заявили о том, что будут собирать 300. Сразу же одеть, обуть и дать автомат они могут там около 100-120 тысячам. Будут набирать их и посылать. Так вот эти, кого они набирают, кого они посылают,
они недалекого ума товарищи, а умные люди, они бегут и уезжают. Поэтому это очень хорошая новость на самом деле. И тем, кто сейчас пренебрежительно как-то даже там бывает по-детски, по-юношески там докапывается, там заставляют говорить, чей Крым там и так далее, выкладывают эти видео. Я считаю, это не совсем верно, какое-то ребячество, потому что люди, ну, по крайней мере, не взяли в руки оружие. Просто нужно знать положение в России, чтобы понимать, что выйти против этой власти, ну, не у каждого хватает, фактически умереть им нужно. И эти люди находятся фактически, ну, я не могу сказать, что они в заложниках, как весь чеченский народ, который превращен там в концлагерь. А ну, все равно можно сказать, что никаких прав у россиян нет. Они это скрывают, они там хорохорятся, и теперь они, вот видите, само то, что они вынуждены выехать за границу, и не имея работы, особенно если это делается в таком экстренном порядке, это говорит о том, что сама их жизнь будет не сладкой, друзья. И это уже не враги. По крайней мере, это нейтралитет. Это уже неплохо. По крайней мере, они не хотят идти воевать против нас, против Украины. Поэтому нужно сконцентрировать свое внимание на террористической банде ФСБ и террористических вооруженных бандформированиях под названием так называемая армия России. Вот это самое главное. Ну и пропагандисты, конечно же, пропагандисты, которые и тут на Западе есть под видом там оппозиции, там разные навальновцы, фейгиновцы, муждабаевцы там и так далее, и так далее. Говорить они могут что угодно, но нужно смотреть на их бэкграунд, чем они занимались ранее. И вот нужно вот как-то так разбираться вот с этими моментами, друзья. Все у нас хорошо, нужно главное победить днем. А кто будет выходить, если не они? Их 140 миллионов, а чеченского народа меньше 1 миллиона. Малика, я с тобой согласен. Во-первых, я считаю, что их не 140 миллионов. Их гораздо меньше, их чуть более 90 миллионов. Об этом давно известно, хотя этот факт они пытаются скрыть. А чеченцев меньше миллиона. Ты права, потому что многие разъехались, мы потеряли 30%, 300 тысяч погибшими, еще не успели восполнить и так далее, и так далее. А чеченцы находятся полностью в заложниках, они находятся в оккупации, мы находимся в заложниках, наш народ. Но я не считаю, что эти люди, которые бегут, что они делают что-то правильное. Я согласен с тобой, что они должны что-то делать, чтобы спасти положение, чтобы как-то исправить. Но нужно понимать, что ну, кто жил в России, кто живет в России, кто знает тамошнюю систему, ну, прекрасно мы понимаем, что никаких прав у них нет. Единственный способ оказывать сопротивление, как уже все гайки закручены, это коктейль Молотова, автомат Калашникова. Это единственный способ. Не каждый способен на это. Поэтому в этом плане можно с какой-то степени их понять. Уезжают ведь не только русские, правильно? Уезжают и чеченцы тоже. К большому сожалению, мы вынуждены находиться в этой фашистской, людоедской стране. И я просто не хочу сейчас говорить о тех бегунах, я о них сказал, потому что на самом деле сбежало около 1 миллиона человек. Это очень много, друзья. Это просто показывает, насколько не поддерживают это самые боеспособные мужчины, да, призывного возраста. Это показывает, насколько линию КГБ, ФСБ поддерживает вот эта молодежь, на которых должна строиться вот эта вся Россия, новая Россия, неодворянство, которое они строят. Поэтому я это имею в виду.
Я не считаю их всех невиновными. Я уверен, там огромное количество людей, которые поддерживали, писали тут комментарии и так далее, и так далее. Но что есть, то есть, Леон. Давайте почитаю ваши комментарии. Так, не будем сейчас отвлекаться на это все. Так, ты живешь в России? Нет. Отлично сказано. А что будет так? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Да, алшуайло. Массу дойло, Хамза. Aus welcher Stadt kommst du? Я в Гамбурге, Муаммад. Хорошо, даже у тебя за спиной реально израильский флаг. Ты не поверишь, Адам. Конечно, реально. А что тебя так удивляет? У тебя какие-то проблемы, тебя бомбили израильтяне, да? Тебя геноцид тебе на протяжении 400 лет. В чем проблема, Адам? Аслам, витаю, Велес, витаю. Поздравляю украинцев с победой на фронтах. Да, присоединяюсь, Лилечка, к поздравлениям. Россиян нельзя выпускать из страны, иначе это никогда не закончится. Это как пар в кастрюле. Не совсем, Малик, не совсем. Смотрите, если их заберут на войну, да, они будут часть сдаваться. Но знаете, как они ведут войну? Например, я могу вам рассказать по зэкам, которые были забраны из тюрем Пригожиным и отправлены на фронт. Так вот, им, даже вы можете на видео, на фотографиях увидеть вот этих зэков, у них нету рожков к автомату. У них автомат без магазина, без рожка. И тебе рожки выдают в самый последний момент. Да, у тебя все есть, автомат есть, форма есть и так далее. Хотя каски, все это очень дрянное, вообще никакое. Любой осколок, не говоря же о пуле, пробивает. И выдают. И вот вас отправляют на самые опасные участки, где украинцы просто сметают. И все, и вашими телами, ну их телами, заваливают просто фронт, линию, там, затыкают дыры. Какой толк тогда? Они не могут перейти. Ну, перейдут они, например, попадут в плен украинцам. Я не, опять же, сейчас, опять к этой же теме мы вернулся, но возвращаясь к этой теме, могу сказать, что ну какой толк, если их украинцы замочат, потратят на них патроны и так далее. То, что если у них будет, и в них будут стрелять, и они будут отвечать и могут убить украинцев, или пока их будут убивать украинцы, другие выстрелят и убьют украинцев, никакой пользы нам не дает, правильно? Мы теряем украинских бойцов, это тоже плохо. Это ну, катастрофически плохо, да? Даже если мы 100 убиваем оккупантов и так далее. Сдаются они в плен. Дальше что? Сдаются в плен, их кормить, содержать там, и так далее, и так далее. Отвлекать, опять же, бойцов там, на их содержание, доставку и так далее, и так далее. И если никто не бежит из страны, то все думают, о, это круто, представьте, какой крутой Путин, и войну его все поддерживают, никто не бежит. А вот этот миллион, который сбежал, это же показывает очень хорошо. И нам их содержать не надо. Они раньше смеялись там над таджиками, над узбеками, над всеми остальными, там, над украинцами, которые будут там в Польше или где они там в Европе там, подметать, там туалеты чистить. Ну, такие вещи говорили. Помните? Ну, теперь им самим придется. Между прочим, некоторые, вот кто говорил, те тоже сбежали. Они не думали, что к ним постучится эта война в дверь. Они думали, так где-то будут воевать. Их русское оружие самое сильное, армия непобедимая и так далее, и так далее. Ну, а в итоге... Поэтому я считаю, что то, что люди выезжают, это хорошо. Пускай выезжают. Но я речь вел даже не об этом, а о том, что не нужно над ними стебаться. Может быть, среди них найдутся наши сторонники, наши друзья. Просто мне не понравилось одно видео, я об этом уже говорил, когда казах, по-моему, ну где-то, может быть и не казах, не помню точно, но он говорит, чей Крым?
Ну, тот виляет, 3-4 человека, и там девушка стоит. И он их там и так, и сяк, и вы не мужчина, вы и матом, и так, и сяк. Ну, во-первых, человек, который сбежал от войны, ну, по крайней мере, не очень смелый, да, человек. Хотя здесь, наоборот, и смелые должны бежать. Это не та война, на которую, например, нужно кому-либо вообще идти, какой бы смелый не был. А с другой стороны, мне не понравилось, что вот он стоит и оскорбляет. Но в чужой стране. Мне не нравилось, когда оскорбляли таджиков, узбеков в Москве. Я ехал на машине, когда видел, что менты докапываются до таджиков. Я останавливался, потому что эти люди не знали язык, их постоянно терроризировали, сдирали с них деньги. И помогал этим таджикам. Начинал говорить, в чем дело, почему вы их остановили и так далее, и так далее. А русский, который сбежал, ну, у него еще меньше прав, чем у этого таджика, ну, душка, скажем так. И вот он стоит его там гнобит, а тот боится сказать, что Крым украинский или он не русский, этот Крым. Но он же сбежал, он уже показал, что ему плевать и на Крым, и на Россию, и на всю эту политику путинскую. И вот в этом смысле, в этом положении, если он скажет на камеру Крым это украинский, это статья. Они это понимают. И он и этого боится. Его тут оскорбляют, он и его боится. Не наше это, не наш уровень, как говорится. Мы-то не русские, мы же не должны себя вести так, как они вели с таджиками, с узбеками, с кавказцами в Москве там, или в России, когда они имели какую-то там силу. Вот о чем я хотел сказать. Ну ладно, давайте не об этом. Давайте я буду отвечать на ваши вопросы и поговорим. Россиян, так, если выпускать... Асан, что насчет информации, что Кадыров призывает чеченских женщин, врачей в Украину? Да, Хамза, есть такая информация, уже объявлена, в Москве объявлена, не только в Чеченской республике во время аннексированной, это сказано. Будут забирать всех, я об этом говорил. И косых, и кривых, и ну, вначале плоскостопие не берем, там 3 детей не берем, 4 детей не берем, там, и так далее, там, до 16 лет 4 детей. Будут забирать всех. Просто они хотят завалить мясом. Это мы должны понять. Понты, путинские понты, они не прокатили. Они встретились с реальностью, да, с реальностью в виде кулака у Залужного и ЗСУ. Это вот они почувствовали это. Теперь же понты ФСБшные, наемников, вы помните, ЧВК Вагнер, где-то они в Африке там убивают людей, там каких-то там, ну, не то чтобы дикарей, но людей, которые живут, ну очень примитивно строят государство в каких-нибудь там местах. И вот они там алмазные рудники, золотые рудники там берут под контроль, потом кадыровцы там орудуют где-то как-то, там то же самое вытворяют каратели. И все оказалось, ну, понты по телевизору все были, эти понты. И наемная у них контрактная армия была. Контрактная она внутри России, а когда она нападает на чужую страну, это уже наемники за деньги, если идут. Поэтому в этом плане понты не прокатили. И теперь они будут посылать всех. Всех, кого только соберут. Потому что проигрыш в этой войне для банды ФСБ это суд, неминуемый суд за преступления в Чеченской республике Ичкерия, за преступления в Грузии, за преступления в Сирии и, конечно же, в Украине, которые сейчас они совершают. Поэтому они до последнего будут, до последнего россиянца будут посылать на войну. Как-то так. Как-то так. И женщин, и мужчин, и кривых, и косых, и больных. Всех, кого только можно собрать. Поэтому я надеялся, что люди поймут в начале самом, когда только эту мобилизацию объявили, и что народ как-то массово восстанет. Ну, рано или поздно он восстанет, этот народ. Ну, или просто закончится. Вся мужская часть этого народа, она закончится.
Или же они будут вынуждены, когда пойдут трупы, они пойдут без сомнения в огромном количестве, потому что хаймарсы и много очень интересного Украине поставляется, НАТО впрягается, ну, короче говоря, шанса у русских нет. Они эскалируют процесс, они пытаются как-то сломить ситуацию, волю, натиск украинских войск. На это украинцы и их союзники находят новые приемы, новые ходы, и у них намного больше. Нескончаемая поставки оружия. НАТО, сейчас Украину пытаются включить в НАТО. Даже если не включат в НАТО, я уверен, натовские войска впрягутся и будут сражаться. Как вы знаете, американцы сказали, в случае, если нанесут русские ядерный удар, заметьте, на страну, которая добровольно под гарантией этих же русских отдала свое ядерное оружие, свое атомное оружие, и братская, кстати говоря, как они себя называют, страна, которая отдала. И эта страна теперь угрожает нанести ядерный удар по Украине. Ну вот посмотрите, просто чтобы в истории как это останется. Самыми мерзкими. Никакие гитлеровцы, никто не идет ему, просто в подметке даже не годится. Более подлых, более аморальных, безнравственных подонков на этой земле просто не найти. И американцы сказали, если вы нанесете ядерный удар, мы уничтожим вашу группировку на территории Украины, ваш Черноморский флот, ну и так далее, и так далее. А Великобритания сказала, что она еще тогда, когда Борис Джонсон был премьер-министром, он сказал, что мы нанесем сразу же ответный удар, не согласовывая со странами НАТО. Поэтому испытания, я думаю, русские проведут. Но вот до конца я не верю, что они вот нанесут удар после всех угроз. Не потому, что им украинцев жалко или не жалко. Мы знаем, что им ничего не жалко, ни души, ни чести, ни совести у этих людей нет. Они, самое ценное в этой фашистской России, это жизнь Путина и Патрушева. Так вот, по ним будет нанесен удар, по зданию Лубянки будет нанесен, по Кремлю будет нанесен удар, и, конечно, по бункерам. Поэтому не будут они наносить ядерный удар. Просто не посмеет Путин. Не посмеет. Он и так трясется, живет просто в дороге, перемещается все время. Да. Россия décrit Торонто. Ладно, диктуйте, шана. Доброго вечора, рад вас бачити. Давно вас не бачила. Анжела, здравствуйте. Дуже дякую. Дуже дякую. Я задал вопрос, Аслан. Я его не увидел. Повторите, пожалуйста. Друзья, кстати, всем, кто сделал подарки, благодарю. Я общался, говорил, и поэтому не ответил вам. Друзья, ставьте лайки. Говорят, это помогает продвижению. Пускай нас больше людей увидят. Распространяйте ссылку на наш стрим. И задавайте ваши вопросы, друзья. А также вы потом можете этот стрим, кто не увидел его в начале, зайти и посмотреть на моем YouTube-канале Reality, который также запрещен на территории фашистской России. Так, вот, Толик, заметь, ты всех русских назвал фашистами. Нет, я всех русских не назвал фашистами, но я сказал, что это фашистская страна, фашистская Россия. Но я тебе скажу, что подавляющее большинство русских это фашисты, русисты, русизм, да, есть такое понятие, которое ввел Джохар Дудаев, русизм. Так вот, подавляющее большинство русских это русисты, фашисты, самые настоящие. Не все, слава богу, не все, но огромное количество. Борис Тамахин, например, который тоже русский и абсолютно не русист, говорит, что таких, по-моему, 97 или 8%. Как русский, он, наверное, лучше меня знает. Хотя я знаю не хуже любого русского, кто такие русские. Салам, брат, салам, Азербайджан, салам. Дарья, спасибо за подарки. США не боится атомом бить, а РФ боится.
США вообще не хочет воевать, понимаете, друзья? США не хотела бы, чтобы вы воевали, не хотела бы, чтобы вы лезли с оружием. У США слишком а, мощная экономика, связи в мире и так далее, что воевать им необходимости не было никакой. Они умеют проводить выборы так, что люди, которые на их стороне, выигрывают. Ну и так далее. У них есть деньги, как мы знаем, банковская система. Ну и так далее, и так далее, и так далее. У американцев без войны даже все хорошо. Поэтому они не хотят войны, они не хотят атомной бомбы. Никто не хочет атомной бомбы. Только русские фашисты хотят атомной бомбы. И то не по себе, а по чужим. Но, как говорится, извините, обратка будет. Так, друзья, подписывайтесь. Приветствую всех, кто вновь вошел. Подписывайтесь, распространяйте ссылку на наш стрим. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Привет с Мелитополя. Витаю, Мелитополь. Я также думал, что этот черт не нападет на Украину. В итоге напали. Да, я тоже думал на самом деле, что он не рискнет напасть. Но напал. Слава Украине, слава нации. Российской Федерации. Да, Руслан. Я смотрю, сколько здесь путинских наложниц. Ассаламу алейкум, брат, от Казаха. Слава Ичкерии, слава Украине. Ва алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. Казахстан, Украина, чеченцы, братья. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что русские исторически такие плохие? Я не, ну, это политика, это старая политика. Сейчас вдаваться в историю, это такой сложный, такой, ну, долгий вопрос, большой вопрос, обширный. Получилось так, что они всегда такими были, всегда были имперцами. У других рабы были другие национальности, у русских рабами были русские. Друг к другу ведь русские тоже относятся не лучше, чем они относятся к другим. Да, когда им нужно там кавказца, таджика, там сейчас украинца замочить или унизить, оскорбить, то тогда они объединяются. Ну, как только нету вокруг таджика, чеченца или украинца, они с удовольствием и друг друга мочат и унижают. Ведь вообще у них нету такого понятия человеческая жизнь, совесть, вот власть, руководство. Ну а если народ это терпит, если он согласен жить под этой властью, если этот народ согласен выбирать эту власть, как-то гордиться. Помните, как рассказывали, что холопы, рабы хвастались, чем какой дом у кого из баринов их дом лучше. Они не хвастались, что я там такой-сякой. Они говорили, у моего барина дом больше, у моего барина там дом красивее там, и так далее, и так далее. Поэтому, не знаю я, так сложилась власть. Ведь просто давайте вот пример, да, мой любимый пример. Власть в России принадлежит уже со времен падения царского режима, уничтожения царского режима, принадлежит спецслужбам КГБ, ФСБ, НКВД, ЧК, ВЧК, царская охранка еще когда была. И вот смотрите, что они подумали, что со времен царской России осталась группа людей, которые из поколения в поколение передают власть друг другу, и они тем самым стоят на страже России, они спасают, охраняют, возрождают, расширяют Россию, которой, как известно, нет границ. Правда, почему-то в Лимане об этом не знали, ушли на другие рубежи. И вот это КГБ, уничтожив вот эту всю царскую власть, захватило
всю власть в фашистской России, в советской России, в фашистской советской России. И они прикрывались коммунизмом. Тогда социализмом, коммунизмом. И при этом они оставались теми же имперцами. Когда царская Россия была, тогда хотя бы это было честно. Да, это русская империя, которая у них царь, монарх, они расширяются. Хотя бы было честно. Потом пришли коммунисты, которые всех расстреляли, сказали КГБшники, коммунисты там только играли такую организационную вначале роль. Потом вот эти структуры НКВД, КГБ со времен Сталина укрепились, и эта власть была полностью в их руках. Раскулачили всех, 75 лет заставляли нас работать, фактически опять в рабство вогнали российский народ, советский народ. И сейчас у них появилась демократия. То же самое, та же империя, просто теперь они прикрываются демократией. И сейчас уже до того все откровенно, уже видно, что это все гниль, разваливается, что они уже, еще может это связано с технологиями, что вот у нас есть доступ к информации, что мы можем быстро их разоблачить. И они всю жизнь убивали русских, они убивали россиян, советских, от своих подданных, которые так или иначе, добровольно или насильно оказались под их влиянием, под их юрисдикцией. И так они в 99 году просто откровенно просто был прокол, и это самый такой показательный, интересный такой пример, когда они взорвали своих же русских. И это показывает, что им абсолютно плевать на всех. Главная банда КГБ, которая владеет страной, и они сейчас благодаря истории Украины хотели стать новым дворянством. У них были миллиарды, власть принадлежала им, на Западе им открывались любые двери, у них тут на Западе была агентура своя. И в итоге получилось то, что получилось. Они попытались историю Киевской Руси по себе новое дворянство воссоздать. И я вот сказал, что был отдел в КГБ еще со времен царской России, который не расформировался, там они говорят. Ну, конечно, это все бред, конечно, но они такую цепочку так и вели. И именно благодаря вот этой цепочке от царской России, они должны были воссоздать, это идеи Патрушева, воссоздать новое дворянство. Они себя уже так именовали, они уже себя награждали разным. И у вас в Украине, кстати говоря, украинцы, и у нас в Чечне были люди, которые получали вот эти Филькины грамоты, что они там являются дворянами какими-то, аристократами, князьями и так далее, которых русский царь помазал на княжение. Но вот не шмогла, как говорится, не шмогла, не справилась. Гибня. Вот как-то так, друзья. Давайте не буду долго говорить, перейду к вашим вопросам, вашим комментариям. Украина приветствует. Привет, Людмила. У Путина есть бункер, где под водой, как его уничтожить в этом случае. Не волнуйся, Розвинс, над этим работают. Помогите, спим на земле, жрать нечего, мобилизованные мы. Бегите, Володя Смирнов. Ну вы что, вы с ума посходили, спим на земле, жрать. Бегите домой, зачем вам это нужно? Слава Ичкерии, слава Азербайджану. Героям слава, Талиб. Слава Джахару Дудаеву, героям слава. Так, друзья, я перемотаю, извините, потому что очень много комментариев. Очень много. Так, у меня очень много друзей чеченцев, но адекватные чеченцы с него сделают спрос. Толян, ну зачем же на чеченцев говорить? Давай ты с меня спроси, что же вы такие русские, у вас 90 миллионов или сколько у вас там, 70, сколько у вас там именно русских наберется. Ну спросите вы, что же вы такие трусы за толстым задом Кадырова прячете? Пускай Кадыров спросит, и ты вместе с ним приходите, елки-палки. Просто мне было бы стыдно бы говорить, что вот вас там Вася какой-нибудь спросит с вас. У меня есть друг русский.
Борис Стамахин, вот он с тебя спросит. Я сам тебя спросил бы, если у меня были бы вопросы к тебе. Что же вы такие гнилые, а? Братец, ты на Балашихе не был? На Балхаше не был, не был. И куда Кадыров смотрит? Кадыров Путину в рот смотрит. Так, сами себе ответили. Так, говорит, что нам не помогал Азербайджан. Что думаете о том, что на фронте не только русские? Ильдар, думаю, что грех и позор русским даже, ну, а тем более не русским идти на эту войну. Грех и позор. Самые ничтожные, которые добровольно туда пошли, я имею в виду. Насильно это уже другой вопрос. Это мы еще будем с этим сталкиваться и разбираться. Потому что насильственная мобилизация, она вот только началась. И потом будут дезертиров разных, пытающихся откосить, их будут забирать. Это уже отдельная история. А остальные, конечно, хуже русских, я и могу сказать. Они хуже русских. Узкие боятся чеченов, это факт. Ну, не чеченов, а чеченцев, а то, что факт, согласен. Слава свободным ночам, Артем. Героям слава. Люблю адекватно людей, взаимно, юзер. Русский застянный народ. Ты за что борешься-то? За свободу Чеченской Республики Ичкерия и наказание военных преступников, совершивших тягчайшие преступления против моего народа. Так, а где ты живешь, боец? Этого я не могу сказать, это большая тайна, да. Привет из Николаева. Витаю, Николаев. Ассалам алейкум, брат. Я казах, хочу, чтобы вы обрели независимость. Дуже дякую. Ва алейкум ассалам. На кого он работает, пишет какой-то, блин. Привет с Винницы. Витаю, Винница. Смеется тот, кто смеется последним. Жухрате Джумаев. Жухрате Джумаев, ты тоже, что ли, русский имперец? Да, эти типа русские и не русские. Спросите про прадеда, что он ответит. Да нифига он не ответит. Легко, говорит, когда за океаном сидишь, а ты в Чечню приехать, и как приедешь, и так поговори, духу-то хватит. Приеду, не волнуйся, да, не волнуйся. Когда у Лезгин будет Лезгинистан, посмотрите, вы будете лучшими в спорте, как Дагестан. Посмотрите, мы будем лучшими в спорте, как Дагестан. Отлично. И не обязательно для этого Лезгистан нужен, да. Привет с Украины. Приемно чуть адекватных людей. Витаю, Украина. Как вы жить будете без России? Даже не знаю. Умру, наверное, со скуки или от счастья. Они ксенофобы, мирофобы. Вы халуй Украины, говорит Кроха. Ну почему же халуй? Вы не думали, что... Знаете, еще у вас, у русских, есть одна такая особенность. Вы не умеете общаться на равных. Это у меня возникали проблемы с вами постоянно. Вы можете только быть над или под. Не можете вы быть на равных с друзьями, союзниками и так далее. Это вот такая вот скрепа, ментальность русского человека. Это рабская ментальность. Только раб мечтает иметь рабов. Поэтому, когда с вами начинаешь разговаривать вежливо, культурно, как у нас, у чеченцев между собой принято, вы вначале попадаете в ступор. Думаете, как? Что это за... Вы думаете, что чеченец, ну вам же рассказывают, что мы такие. И что он должен быть такой, там, матом, перематом, под затыльниками вас гонять. А тут он проявляет уважение, приглашает в дом, накормить, там, ну как гостя, там, все так. Ну, какой-то странный чеченец-то. И потом, а страшно же все равно, чеченец, ведь головорезы, убийцы, там, туда-сюда. И тогда, шаг за шагом, вы начинаете проверять свою поляну, что позволит этот чеченец.
А если еще поддать, как говорится, ну, тогда вообще отпускается. И тогда хлясь или хрясь, подзатыльник. Все, и тогда уже на месте. Все, он знает свое место. Поэтому мы не халуи Украины. И никогда не будем. Да? И украинцам не нужны халуи, потому что они свободные, они сражаются. А вот с теми, кто являются халуями русских, которые сейчас ЛНР, ДНР и так далее, некоторые там отбросы, эти люди, вот с ними у нас не получился бы дружба, союз, диалог и так далее. А со свободными людьми у нас со всеми, с азербайджанцами, с грузинами, с украинцами, у нас отлично с русскими, свободными русскими, с нормальными русскими получается. Поэтому не халуи, мы не халуи, мы друзья, мы союзники, мы товарищи по несчастью, если так можно сказать. И это несчастье несете вы. И вместо того, чтобы обвинять в халуйстве кого-то, вы должны были бы стать по православной, если вы были бы православными, по христианской традиции, стать на колени и попросить прощения. Но вы не православные, вы сатанисты. Вы убиваете, называя их своими братьями. Вы убиваете их, обещая им защищать, отбирая у них атомное оружие. Ну и многое-много. Вы даете им коридор, убиваете. Когда вам дают пинка в бою, вы их расстреливаете, их роддома. Как вы это делали с нашими больницами, роддомами там, и так далее, и так далее. Вы самые большие преступники, я имею в виду ваша власть, ваша армия, ваша страна, не отдельных некоторых русских, которыми я с некоторыми дружу и большим уважением отношусь. Ну, поэтому вот как-то так. Вот это и есть халуйство, это и есть сатанизм. Здравствуй, брат, здравствуй, здравствуй, украинец, брат. Я русский немец. Итак, все, давай, Вася, давай, если у тебя есть проблемы, подтягивайся. Друзья, я опять перемотаю, комментариев море просто. Чечня вообще для меня боль души. Автор красава все правильно говорит. Дуже дякую. Путин боится, что все республики в составе РФ станут независимым государством. И поэтому он под всех. Россия мирная страна. Да, такая мирная, что уже 87 тысяч только в одном Мариуполе гражданских людей убили. Абсолютно мирная. Вообще самая мирная. 300 тысяч чеченцев. 42 тысячи детей чеченских убили. Абсолютно. Так-то мирная она. Просто дети сами умерли. Доброго вечера с Украины. Вітаю, Украина. Мирного неба, красава, дуже дякую. Прикинь, окажешься в руках Кадырова. Киара. А прикинь, ты окажешься у меня в руках. Вместе с Кадыровым, да. Так, я с Мариуполя. Илона. Вы отвечаете на неудобные вопросы. Да, я отвечаю на любые вопросы. В Литве тоже много болтологов. Давайте. Задавайте ваши вопросы. Слава Украине, героям слава. Я просто не успеваю все прочитать, потому что пока я отвечаю на какой-то вопрос, вы тут уже за 100 вопросов уже засыпаете. И мне приходится перемотать, чтобы не отставать от темы и видеть, как вы реагируете на то, что я говорил. Так, комменты неудобные пропускаешь. Нет, не неудобные. Кадыров тоже хочет независимость. Нет, конечно, зачем Кадырову независимость? Что за бред просто? Кадыров подхолопный, понимаете? Есть русские холопы, а Кадыров подхолопный. Я только так его называю. Поэтому как может подхолопный мечтать о независимости? И вообще, для того, чтобы иметь государство, международное право нам говорит, что у вас должен быть народ, территория, правительство, там основные вот эти вещи должны быть. А где у Кадырова народ? Чеченскому народу он отношения не имеет. Это мужик.
подхолопный, чеченский народ его не простит. Никогда. Ни его, ни его окружение, ни Россию фашистскую. Поэтому независимости нет у него, не будет никогда независимости. Слава Украине, слава свободной Ичкерии. Героям слава. Привет из Украины, привет, салам. Всех витаю, друзья. Дякую вам за підтримку українців, за понимание и уважение. Ирина, всегда пожалуйста, слава Украине. Тогда не нужно было убивать русских на Донбассе, за это они и получают. Вы бесстыжие сволочи, я вам скажу, просто аморальные уроды просто, вот что я вам скажу. Какого на Донбассе делала русская армия, скажите мне? Кто аннексировал Крым? Сколько людей погибло, когда Крым вы аннексировали? Сколько людей, да? Сколько территорий они у вас захватили, скажите? Куда они? В Белгородскую область, в Брянскую, Орловскую. Куда они, украинцы, проникли? Не надо нести вот этот бред, не убивать Донбасс 8 лет. Все из телевизора вы повторяете. Вы просто безмозглые бараны, которых ведут на убой. Такие как Пригожин, Соловьев, там, Симонян и так далее. Салам и сказал салам. Крутой диванный эксперт. Слава России. Что думаете по поводу референдума? Какого референдума? Псевдореферендума? Ну, эти референдумы в Чечне видели. Мы в Чечне видели. О чем вы говорите? Это в Украине сейчас они еще учли все моменты, как они у нас там проводили эти так называемые референдумы. Мы прекрасно знаем, что такое референдум. Вообще мы знаем, что такое Россия. Друзья, извините, мы вас уже изучили очень хорошо. Аслан, скажи честно, ты чей агент, говорит Адлан Хашанов? Я ничей не агент, я агент чеченского народа. А вот ты, спрятавшись за ником, пишешь такие вещи. Ну, мужество у чеченцев всегда было в цене, но сейчас уже не те чеченцы, не те ДО. Чеченцы все это пережили и знают, что эти русские бьют так, потому что заслужили. Да, дякую вам за подтримку Украины. Не за что, всегда пожалуйста. Как думаете, когда мы обратно вернем Крым в родную гавань? Я не знаю, когда это произойдет, но я думаю, в этом или в следующем году Россия будет полностью уничтожена. Да, Алмула. Так, повторяю, как вы относитесь к Кадырову, говорит. Я к предателям я отношусь как к предателям. Вы кто по национальности? А вот узнаете этот флаг? Это флаг моей страны. Ты у народа Чечни спроси. Да уже спрашивал у народа Чечни. Народ Чечни, знаете, тоже, вы такие интересные товарищи. Мы почти 20 лет сражались с фашистской Россией. С той самой Россией, которую сейчас НАТО пытается вместе с украинскими войсками остановить. Точнее, Украина пытается вместе с натовскими войсками остановить. Мы были одни. Как у вас хватает наглости говорить такие вещи? Ты у народа Чечни спроси. Ну, вы думаете, Дудаев и Басаев, что ли, сопротивлялся и удерживал вот эту банд-армию фашистской России? Это был чеченский народ, его величество, господин чеченский народ. О чем вы говорите? Ну не позорьтесь так откровенно. 20 лет не мог Басаев, Дудаев и так далее. И это не 20 лет, это 4 века. Понимаете? 4 века мы с вами сражаемся. За то, чтобы вы, ублюдки, убрались с нашей страны. Дали нам жить на своей земле. 1000 лет нашей земле, как мы хотим, как мы желаем жить. Такие вы тупые, просто я с вас удивляюсь. Доброго вечора. Ми воюємо з вашими хлопцями. Це дуже гарні воїни. Слава Україні, слава Ічкері, ЗСУ. Доброго вечора. Всем салам. Витаю вас, друзья. Да убережет вас Господь от знойного ветра, от дождя, от холода, от пуль из вражеских снарядов, осколков. Слава Украине, друзья!
Салам с Киева-то. А ты такой правильный. Брат, мы так топим за украинцев, они даже не хотят признать Ичкерию. Да, к большому сожалению, Адам, ты прав, да, есть такое. Мы топим и будем топить, но мы понимаем, что сейчас, ну, смотрите, я сейчас многие вещи, я и так много говорил, сейчас не хочу говорить, и про Зеленского не хочу говорить, это президент воюющей страны и так далее, и так далее. Ну, смотри, вместо того, чтобы говорить, что да, они сейчас вынесли вопрос о признании Чеченской Республики Гончаренко и там один чеченец вынесли, я забыл фамилию этого чеченца, вынесли на повестку этот вопрос, на Раду. Но украинцы не поддержали этот вопрос, почему-то отложили там и так далее, и так далее. Потом начали собирать петицию, и опять не очень это пошло. Украинцы не подписывают. Эдам, у меня тогда вопрос, что мы с тобой делаем для того, чтобы донести это до украинцев? Объясните. Им ведь тоже объясняли, что мы людоеды, что мы террористы, исламисты, фашисты. Они в начале Кадырова называли чеченцев. Нам много усилий пришлось приложить, при том, что там воюют наши бойцы, чтобы они хотя бы их разделяли. Называли этих манкуртов не чеченцами. Надо работать, надо доносить информацию, надо объяснять, находить общий язык. Признают, никуда не денутся. Но даже если Украина признает, это тоже ничего, в принципе, такого политическом даже. Это для Украины лучше, чем нам. Отомстить России хоть чем-то, хоть как-то. А для нас это, ну, у нас территории нет свободной, не оккупированной. Поэтому в этом плане, ну, о чем говорить. Если нас признает Америка, вот тогда нас признают все. Мы должны обращаться в первую очередь, чтобы нас признала Америка. И Украина признает, и все остальные. Я и так много высказывал по тому, как себя вела Украина в русско-чеченских войнах. Сейчас не буду портить настроение всем, кто уже обо мне хорошо начал думать, но были и такие неприятные моменты нашей истории. Поэтому надо работать, надо объяснять. Вот я сейчас как раз этим и занимаюсь. Я разъясняю украинцам, что мы им друзья, союзники и братья. И нужно нам всем это делать. И после того, как Украина освободится, мы сможем получить свою свободу. Это факт. Даже если украинцы нас будут ненавидеть, будут нашими врагами, а этого уже не будет, потому что тысячи чеченцев сражаются, и тысячи готовы в любой момент взять в руки оружие и выйти. А это, я вам скажу, очень приличная сила, скажу, тысячи и тысячи чеченцев. Я точную цифру вам сейчас не буду называть, но у меня есть и эта информация. Поэтому мы с ними и так побратались. Вот те люди, кто сейчас в окопах сидит, вот сейчас мне писал парень, видели? Он говорит, мы тут и ваши хлопцы с нами есть, и мы сражаемся и так далее. Один раз друг другу спасли жизнь, и все, и навсегда они уже братья. Детей называют именами своих друзей, вне зависимости от их национальности или вероисповедания. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому за это я уже спокоен, что братство у нас уже будет на глубинном, на народном. Да, это намного важнее, чем политики и все остальное. Политики меняются, а народы, история народов, она всегда остается. И мы просто, даже если бы мы стали с ними врагами, если Украина выстоит, мы получим свою свободу и независимость. Потому что Украина будет судить, весь мир будет судить фашистскую Россию, военные и политические силы фашистской России. Поэтому мы должны помогать, даже если бы они были врагами. А как я сказал, мы уже братья с ними. На поколение вы увидите, что так и будет. Салам из Вильнюса, Литва. Уважение вам, ичкерийский народ. Салам, Литва. И вам низкий поклон и уважение, Литва. Вот он флаг, если узнаете. В смысле, так. Ты уже уверен, если не Кадыров, Чечни бы вообще не существовало бы сегодня. Так, это, по-моему, полный кретин. Слава Украине, слава за героям, слава.
Поддерживаю слова с Казахстана. По идее, скажи Америка. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Всем добрый вечер. Приветствую всех сейчас. Какие новости по украинским котлам? Русские бегут, сломя голову. Так быстро бегут, что только пятки сверкают. Ассаламу алейкум, брат. Ассаламу алейкум, ассалам, Джавар Дудаев. Машуэль. Мы возрождаем Российскую империю. Да, это была попытка, ну, к сожалению, неудачная, Деон. Вашему сожалению. Хосенце уитик. Худа уитсоцик, он бара. Ну, русо, самогат. Уже тигау. Аса, мы по-разному смотрим на ситуацию. Украинцам и европейцам плевать на нашу Ичкерию. Адам, понятно, украинцам и европейцам плевать. Хорошо. А тебе плевать, Адам? Ты хочешь, чтобы европейцы и украинцы за тебя Ичкерию освободили? Что ты делаешь? Ты обратись на себя сперва внимание. Например, я, вот ничего, конечно, я особого не делаю, но вот я разъясняю украинцам, поддерживаю, разоблачаю русских разных агентов, которых сюда, и чеченских агентов, которые русские сюда засылают. А что делаешь ты? И у меня не возникает вопрос, что вот мы украинцам должны... Я разделяю, там есть хорошие, плохие, разные. Вот что делаешь ты? Давай каждый с себя начнем. Вот у меня не возникает таких вопросов, как у тебя. Плевать на нашу Ичкерию и тогда. Я знаю, что есть люди, которым плевать здесь на нашу Ичкерию. А есть те, кто хотели бы нам помочь. Их мало. Я пытаюсь сделать их больше. Я хочу союзников, найти друзей, чтобы такие человеческие чувства, чтобы возникли между нами. И эти люди захотели нам помогать. Что делаешь ты? Вот каждый чеченец должен задать себе этот вопрос. Что я делаю? И вот после этого можно уже говорить дальше. Да, вот теперь я вот это делаю, а вот украинцы не делают этого. Я вот это делаю, а европейцы не делают этого. Вот тогда мы, а так мы сидим, да ну, украинцы, да, там, да, у меня есть много что сказать. Опять я не буду сейчас вновь и вновь говорить. Я уже говорил. Но есть и другая сторона этой медали, есть другие украинцы. Те же, которые, например, сюда как пишут. Вот посмотри, как пишут, комментарии пишут, как отзываются. Давайте работать, друзья. Уберем эту пропаганду, которую нам русские навязали. Так, сейчас какие новости украинского котла? Бегут русские, бегут. Асан, союз твой, не думаю, что ты чей-то агент. Муо. Дику дал бухастам, дал бухастам. Таскахо, милу махает, не говорите, откуда вы, что вы, потому что могут возникнуть проблемы у вас. Садику, я агент чеченского народа. Никому никогда не служил, кроме чеченского народа. Слава генералу Дудаеву, героям слава. Асан, сейчас какие ноты? Так, уже повторяю. Андерсон отдыхает. Дудаев давно об этом говорит. Скажите, пожалуйста, как вы видите распад России? Какие последствия? Автандил, я думаю, что Кавказ отделится. Не знаю, нужно это кавказцам или нет. А как, например, нам и вам, грузинам. Но я думаю, что Кавказ отделится. Татарстан отделится. Дальний Восток отделится. Вот как-то так. На 5-6 частей, я полагаю, будет распад происходить. Но это очень сложный вопрос, который пока я не могу сказать, как это будет развиваться. То, что конец фашистской России. Для меня, знаете, важно даже не столько развал России. Народы России, которые хотят оставаться в России или не хотят прилагать усилия для того, чтобы выйти из фашистской России, это сугубо их личное дело. Я не хочу лезть, кого-то призывать, поддерживать там. Мы поддерживали, призывали, нас использовали те же кавказские народы, и потом отворачивались от нас. Я хочу, чтобы банда ФСБ рассекретила все архивные, все вот эти свои секретные архивы,
Военные политические силы фашистской России, которые возглавляет террористическая банда ФСБ, были осуждены, как когда-то были осуждены нацисты. Мне этого достаточно. А свою Ичкерию мы облагородим, защитим. У нас с Грузией 80 километров граница, проведем дорогу, в конце концов, как в Дубае построим большой аэропорт просто, и самолеты будут с нашей Чеченской Республики, с города Джохара взлетать во все концы мира, построить какой-нибудь супер большой аэропорт. А если захотят кавказцы, Дагестан, пожалуйста, дагестанцы, все остальные, там с ингушами у нас будет вещь, вопрос, который мы будем решать. А остальные, каждый должен сам стремиться выйти и подняться с этим вопросом, в этот вопрос поднимать. Как-то так. Меня интересует Чеченская Республика Ичкерия и военные преступники, которые убили 300 тысяч наших граждан. И все. Если честно, больше меня ничего не интересует. Меня, конечно, интересует, но не так сильно. Так. Спасибо за подарки, кстати, друзья. Спасибо за подарки. Я когда говорю, просто чтобы не отвлекаться, не благодарю вас, а так спасибо вам большое. Спасибо. Даже не столько важно, сколько вы там денег там засылаете мне. Важно ваше внимание, что вы оцениваете те слова, которые я говорю. Так как я говорю только правду. Только правду. Да, мула. И буду говорить только правду. Так, мистер Вольф, ассаламу алейкум, Вашаня. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, как можно подключиться? Ты уже подключился. Аслам, правильно говоришь, все эти мрази хотят ущипнуть нас. Да, иди воюй, что ты интернет-герой. Ну, я же воюю, а что? Вы даже не представляете, КГБ, ФСБ, слова, правдивые, честные, разоблачающие их слова, страшнее пуль. Потому что на пули они посылают этих чмобиков и других, а слова их разоблачают. Поэтому я воюю, не волнуйся. Давным-давно, 17 лет воюю. Почему не Чечня или убежали в другие страны, или как чеченцы похожи? Так, по-моему, писать не умеют люди. Так, Сата, спасибо большое. Вся слава принадлежит Аллаху. Это правда. Если бы чеченцам были по численности, как Украина, имела такую поддержку, вы бы воевали не хуже. Ну, мы и так воевали, если честно, без ложной скромности. Не я воевал, поэтому я могу об этом говорить. Мы воевали так, как никто еще никогда не воевал до нас. С такими силами, с такими средствами, против такой силы и таких средств. У нас первую, когда войска заходили, Джохар говорил 250 тысяч они загнали. Украину 200 тысяч загнали. Потом Шамиль Басаев говорил про цифру 462 тысячи. Это на почти 17 тысяч квадратных километров, 170 километров в длину, там 150 в ширину, и еще горы учитывать. Короче, вся территория была покрыта русскими террористами в нашей стране. Поэтому как никто и никогда мы воевали. И весь мир нас предал. Не буду опять сейчас говорить про это, потому что это правда. Нас предали. Нас предали и скормили просто людоедом, надеясь, что этот людоед нас съест и успокоится. А Джохар Дудаев сказал: сегодня вы говорите, Чечня внутреннее дело России. Скоро настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. Этот день настал, я свидетельствую. Европа уже внутреннее дело России. Россия здесь орудовала. Вот сейчас приходится бороться с этим. Ты, может, Бандера? Нет, я не Бандера, я чечено-бандеровец. Я думаю, нас никто не признает, пока мы сами не заберем свою территорию. Нас уже Грузия признала, как минимум. Так что никто, это уже неверно. А мы свой заберем. Маваш дел рейсхил массан хил саваш. Массана хилуэн дел рейс. Храни Господь Украину. Амин, Оксана. Амин. Интересно, как Чечня может выиграть, если Украина выиграет? Все увидишь, Евочка, все увидишь.
Сашко Белый воевал на бойцы Ичкерии. Да, совершенно верно. Сашко Белый и еще 13 бойцов из Украины, в том числе среди них была женщина, сражались и погибали некоторые из них на нашей войне, русско-чеченской войне. Аслан, Украина с вами, это я вам говорю. Дуже дякую, Кирилл. Я знаю, Кирилл, и мы, чеченцы, с вами. Просто у нас есть некоторые претензии, и они объяснимы, друзья, они объяснимы. И мы их высказываем в корректной форме, всегда. Не будет, поможем еще вам. Аленка, спасибо, привет из Харькова, витаю, Харьков. Ичкерийские духи, да? Закирщик 05. Это Дагестан, ичкерийские духи, да? Ты подхолопный, да? Ты подхолопный Даг, да? Ну как тебе под холопами? Нормально, Даг? Украинцы разделяют чеченцев и кадыровцев. Мы тоже разделяем свободных украинцев и ваших лугандонцев. Готов хоть завтра поехать воевать за Украину. Хамза, все будет. Вы верующий человек или нет? Да, я верующий человек. Та Україна за Ічкерію. Да, дуже дякую. Слава Украине. Героям слава. А чё ж Америку не судили за ее преступления? Елена, не надо вам, русским фашистам, сравнивать себя с Америкой. Понимаете? Вы можете себя сравнить с Папуа-Новой Гвинеей, с Сомали, да простит меня Новая Гвинея и Сомали. Вот с ними сравнивайте. Чего вы лезете? Америка, Америка. Все, это уже в прошлом, когда у вас там какие-то понты были. И то вас тогда использовали как мальчика для битья. Все, надоело вас бить, вас будут теперь разделять. Не сумели вы, да, посади свинью за стол, она и ноги за стол. Вот вас приняли в мировую цивилизацию, а вы взяли и как, чисто по-вашему, да. Сколько я познал Кавказ, грузины крутейшие. Да, грузины я уважаю, грузины молодцы. Слава России, Ахмад Псина, да. Бедные русские, им приходится с Ахмад Сила говорить приходится. Представьте, бедолаги. У них на сколько, 70 миллионов русских не нашлось одного своего героя. Им пришлось Ахмада придумать. И этот герой, предатель своего народа. Просто задумайтесь. Бедные русские, куда вас загнала эта пропаганда? Вся ваша история такая. Ну хватит. Вы говорите, Ахмад Сила, человек, который клялся рядом с президентом Асланом Масхадовым, клялся ему верности, объявлял вам же джихад, призывал нас, то есть чеченцев, убивать вас как можно больше. Он об этом говорил. И вы потом говорите, Слава, как вы, Ахмад Псина, Ахмад Сила, вы говорите. Просто смотрите, как вы унижены, как вы брошены просто ниже плинтуса. Просто задумайтесь над этим, друзья. Бедолаги вы. И на 70 миллионов русских из 90 где-то 20 миллионов, говорят, мусульман там, и где-то 1,70 000, может быть, 60-65 русских. У вас не нашлось своего какого-то витязя, взяли какого-то чеченского предателя себе подняли до уровня. Ну, очень жаль, искренне соболезную, да. Когда нас Грузия признала? Грузия нас признала в 92 году, самое первое она нас признала. Круто, чечено-бандеровец. Да, Руслан Кошман, именно так. Я чечено-бандеровец, да. Иншаллах, Ичкерия восстановится. Иншаллах. Почему ты до сих пор жив? Ахмад Сила, Аллаху Акбар, говорит Исламбек. Потому что мой срок еще не истек на этой жизни. Должны ли зарубежные страны продолжать принимать беглых россиян вне зависимости от их взглядов? Я думаю, что их нужно брать под контроль, но всех, кто выезжает, нужно принять. Нужно спасти этих людей. Здравствуйте, здравствуйте. С Норвегии, слава Украины. Украина победит. Героям слава. Им до Америки 200 лет. Им бесполезно. Бесполезно. Все, иди, метла и швабра зовет. Иди пол мой.
Почему пол мыть? Обязательно нужно мыть пол. Я по-другому могу зарабатывать деньги. С вами Цикавар, дякую. Дякую. Спасибо Грузии. Да, привет ичкерийским волкам. Илья, спасибо, спасибо. Витаю вас. Агенты под видом беженцев от мобилизации внедряются в Азию. Ну, я не думаю, что так их много там внедряется. Конечно, надо брать под контроль. Так, есть один герой, это Путин, говорит, Павел Зайнулин. Это крещеный татарин, да, Зайнулин. Бедолага. Жаль, очень тебя жаль. Ахмад Псина, Павел Зайнулин. Ну вот, да. Ты не боишься, что Кадыров тебя найдет? Я сам ищу их. О чем ты говоришь, Наталья? Я чечено-бандеровец, а чеченцы ничего не боятся. Вы забыли, наверное. Кадыров красавчик же есть, да? Так, Дарек говорит, мне красавчик. Вот это другой разговор. А Кадыров, так где он красавчик? Метр в прыжке, короче. Толстый. Где красавчика вы увидели? Вот у Дарьи есть вкус. Это другой разговор. Да, Дарья? Витаю, Дарья. Весь мир против Рашки. Ты прав на 10 тысяч процентов. Дуже дякую. Я из Афганистана. Слава Украине. Украина победит. Да, Алмула. Героям слава. А куда загнали тебя американские урюки? Так. Айша поделилась. Делитесь ссылкой, друзья. Делитесь. Так, ставьте лайки и пишите комментарии. Да. Я в Европе, большинство народа ненавидят Америку, говорит. Ну, наверное, ты среди русских общаешься. А еще Кадырову краповый берет дали, позор. Да краповый берет-то еще ладно, ему академика дали. Веселые, конечно, но в России товарищи там. Джо Байден и Борис Джонсон, президенты, терминаторы мира. Да. Я в США, тут уважают всех. Тулам Вайгабу, иншалла, дал мула, диан, дал мула. Вашаня, береги себя, дал мула, мистер Вольф. Не нужно их принимать. Посмотрите, что русские делают в Казахстане. Ничего я не вижу. Привет из Киева. Витаю, Киев. Слава Ичкерии, слава Украине. Белая церковь, атакон. Да, это на ответ на то, что под Лиманом им пришлось дать дёру. И так будет продолжаться. Да, Белая церковь сегодня атакована. Очень массированно был нанесен удар. Но это не спасет. Давайте познакомимся. Я бандеровка, вы чеченец. Да, Руслана. Руслана Кошва. Да, очень приятно. Де юра в России много особей. Де-факто 1/3 качки, а еще 1/3 хотят войны. Остальные одна так. Все будет ночью, Ичкерия, Далмула, Далмула, Далмула. Вы за армян или Азербайджан? Если вы речь о Нагорном Карабахе, то, конечно же, я за Азербайджан. С чего я должен быть на стороне тех, кто вместе с русскими нас убивал, поддерживал и убивал азербайджанцев и так далее. Нет, я поддерживаю своих братьев азербайджанцев и буду поддерживать. А вы с русскими были, вам нужно, ну я имею в виду, если вы армянин, вам нужно остаться с русскими. Когда было им легко, когда вы были там, ну вы не кавказцы, когда говоришь вам кавказец, ну армянам, они говорят, мы не Кавказ, такое оскорбление. В России вообще это было возведено, что кавказец это оскорбление. Вообще в мире считается, как говорят антропологи, например, тот же немецкий антрополог, древнейший просто, что кавказская раса это и есть европейская раса, европеоидная раса. Только в России говорят, в Советском Союзе, чтобы кавказцев не поднять на уровень, потому что кавказцы же не должны быть ниже великих русских, называли европеоидной расой. А в мире везде, если вы даже посмотрите какие-нибудь американские там фильмы, вы там слышите, там мужчина, там черного про афроамериканец говорят, а про белого говорят кавказская раса человек, Caucasian race.
И когда армянам говоришь, а в России это уже кавказец, это было оскорбление такое, это такое нарицательное что-то, это плохое, это куча людей, детей, там грязь, ну, короче, воровство, кражи, там, а сами бичи, собственно, лужи лежат и еще не любят кавказцев. Но это другая тема. Да вот, когда армянам говоришь, что вот кавказцы, мы же кавказцы, там, туда-сюда, они говорят, какие мы кавказцы, да? Мы за Кавказье, мы не Кавказ, Дион. Это вы Кавказ, Дион. А мы с русскими братья, Дион. Оставайтесь до конца братьями. Я хочу, чтобы вы были до конца с ними, до конца разделили с ними. Не надо предавать русских. Вы были всегда им, вот, Краснодар, Сочи, вот это все земли. Почему там много армян живет? А потому что полководцы и армянские войска там вырезали черкесов, нас, кавказцев, вырезали. Поэтому вам нужно, армянам, остаться и до конца испить всю горечь, которую были же хорошие моменты, русские вас поддерживали. Если бы не русские, вас бы азербайджанцы всех вырезали, как вы говорите, или турки вас вырезали бы и так далее. А вы никого не вырезали, никогда вы не нарушали этикеты, правила, обычаи войны, все как положено. Поэтому надо до конца пройти, до конца, к сожалению, вот так вот надо, да. Ну ладно, я так немножко увлекся. Спасибо за подарки. Так, Роман за Путина говорит, Рома за Путина. Ну, поздравляю, ты полный кретин. Кавказия на английском раса с Европы. Это правда. Кавказцы, по сути, европейцы. Нет, Александр, совершенно верно, что вы говорите. Не мы, по сути, европейцы, а европейцы, по сути, кавказцы. Понимаете? Считается антропология, это не я говорю. И мне вообще все равно, азиаты или там европейцы или чернокожие. Абсолютно. Это говорят антропологи, что европеец произошел с Кавказа. Это и как бы Кавказ, он относится к Европе, да. Азию и Европу, Евразию разделяют, как мы знаем, Уральские горы, а Кавказ именно мы относимся к Европе. Это факт. Ассаламу алейкум. Халхо еврейшек. Алхо еврейшек. Да, це Эйлер Муэцуна. Привет, Шамилек. Це Эйлер Муэцуна. Для меня кавказский мужчина – это гордый, сильный мужчина. Ну, это для вас в Украине, а в России, ну и в России тоже, конечно, девушки к нам очень хорошо относились. И были и нормальные люди, я же не всех имею в виду, конечно же. Интересно, если курды попросят у Путина защиты, поддержки, признания, дед психопат рискнет, как думаете? Не рискнет. Все, у дед психопат, сейчас у него другие заботы. Россия великая держава, говорит. Ну, Роман, смотри, ты только что сказал, что ты за Путина. И сейчас пишешь, Россия великая держава. Но все, после этого можно понять, что человек, который страдает полным кретинизмом, который русских Путин убивает, отправляя сейчас на убой на эту войну, бессмысленную, абсолютно проигрышную войну, ну, значит, ну, настолько великая, что вот такой кретин, как ты, считает Россию великой. Это диагноз. Да, говорит Александр, история, вы правы. Да, Александр, я просто интересовался этим вопросом. И сам был вначале удивлен, потому что, ну, это давно я, правда, слышал. Сам был удивлен, как так. Поздравям с Польска. Польска, витаю, Польша. Салам, я за свободную Чечню. Кстати говоря, знаете, на границе между Белоруссией и Польшей не запускают. Есть ли какой-нибудь вариант помочь чеченцам, которые сейчас пытаются выехать из фашистской России? Если есть, пожалуйста, или в личку мне здесь напишите, или тут мне напишите какие-нибудь контакты правозащитной организации, чего-нибудь, какой-нибудь, которая занимается этим вопросом.
Там люди сейчас уже большое количество, уже скапливается, будет еще больше. Чеченцев нужно спасать. Мы не россияне, мы оккупированы, и нас нужно спасать. Да. Кто может, присоединяйтесь, помогите. Если вы понимаете по-русски, напишите, пожалуйста. Слава Украине, героям слава. Могла бы ли Чечня существовать отдельной страной? Рамзан говорит, и месть не продержится. Так. Ладно, дебилов комментировать, что они там сказали, не имею желания. Откуда взялись русские в историческом плане? Что за народ? Откуда они? Ну, русского нет как такового народа. Национальность русский это искусственно, как и язык, искусственно сформировавшийся народ. В Америке, например, люди, американцы, ну, они объединены свободой, да, туда приезжали свободные люди. А Россия завоевывала чужие народы, их подчиняла. И вы можете просто посмотреть на русских, которые именуются русскими, они даже расой отличаются, да, есть кавказская раса, а есть азиатская раса люди, которые относят себя к русским. Ничего плохого, что эти люди называют себя русскими, нет. И просто вот так они появились, я хочу сказать. В историческом плане это такой микс, большой микс разных народов, которые силой оружия, ложью, обманом, подлостью были захвачены, оккупированы и так далее. Все правильно говоришь, уважаю, спасибо, спасибо. Ассалам. Так, ночь Ичкерия, великая и большая, есть разница. Великая и большая, точно, точно, Лилечка. Аслан настоящий сын войнавского народа, султан Иванов. Так, Мастерик Шамило, братка Машал, я за свободную Чечню и Украину, лучший друг чечен, слава Украине, героям слава. Так, друзья, опять много комментариев, я уйду, опять пропущу. Баркал тебе, брат, за справедливость, пожалуйста. Какая разница, какая нация, главное не русские. Ну, русский это микс украинца и монгола. Ну, не только там украинцы и монголы, там все просто. Что для чеченца важнее русского? Алкоголь, наркотики или рок-н-ролл? Что для чеченца важнее русского? Алкоголь, я не понял вопроса просто. Так, мокши, да, мокши, там разные народы были. И остались какие-то. Откуда этот народ появился? Украли историю Киевской Руси. Альгор, вот они ее не украли до конца, потому что вы есть неконтролируемые, независимые. И ваша история, она везде, во всех учебниках мира, ваших и европейских, и других, пишется как ваша история, история Киевской Руси. Вот именно поэтому на вас напали. Это была большая идея фикс захватить Украину, чтобы и воспользоваться вашей историей, чтобы банда Путина, Патрушева, банда ФСБ стали настоящими неодворянами. Но, к сожалению, не получилось, не получилось. И не получится. Как говорил Джахар, украинцы никогда не согласятся на это. Славочки, слава Украине, героям слава. Мы русские, с нами Бог, про нас все говорят, нам пов, говорите, говорите. Ай. Я украинец, какой Мих, расскажи, умник. Не понял я. Ассаламу алейкум, ваше одно чино. Ва алейкум ассалам, Амир. Ой, машо. Почему сзади тебя флаг кафирская Америка? Не твоего собачьего ума дело, почему у меня кафирская Америка. А почему ты
пишешь на кафирском немецком языке и пользуешься кафирским американским интернетом. А? Ассаламу алейкум. Мы в горах оперу слушаем. Это как в этом анекдоте, да? Что делаешь? Оперу пишу, говорит. А про меня напишешь, и про тебя напишу. Опер сказал про всех писать. В 2000 году я был в Чечне и удивлен, как поменялось мышление чеченца за 20 лет. Я не знаю, что ты делал в 2000 году в воюющей Чечне, но я тебе скажу, тогда мы были свободны, а сейчас мы не можем говорить, и весь мир нас предал. Весь, в том числе наши соседи. Поэтому ничего не поменялось, чеченцы есть, чеченцы были, не волнуйтесь, у нас все нормально. А сам когда были в Чечне последний раз? Я в Чечне был, наверное, 8 лет назад. Отец говорил, Александр Решетняк, отец говорил, грузин и армянин никогда не будут друзьями. Что, правда? Вы имеете в виду друзьями нам или между собой не будут друзьями? Что вы, я не понял немножко. Господи, храни Америку. Аминь. Господи, храни Америку. Боже, благослови ее. Так, почему ты на русском разговариваешь? Да чтобы у вас подгорало. Привет, друже, привет. Аслан Арцуев, это Лев Ичкерий, говорит Амир. Дуже дякую, Амир. Кто эти соседи? Я всех уважаю, кто против России. Америка. Так, давай, иди отсюда. Америку он тут решил обсуждать. Сидит не на родине и что-то базарит из-за бугра, говорит. Вылез под холопный тут один. Так, главное, Америка не бомбила Ичкерию, говорит Амир. Вы все одинаковые, армян или Чечня. Да. Слава Украине, героям слава. Спасибо за подарки. Друзья, на этом я свой стрим закончу. Хорошо, спасибо, что смотрите и поддерживаете. Этот стрим я выложу у себя на канале Reality в YouTube. Reality HRCI. Заходите, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте. Все будет Ичкерия, слава Украине, Господи, благослови Америку. И да быстрее дай нам увидеть конец этой фашистской террористической банды ФСБ и их подхолопников ГРУ. Всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия. Адикюэль Маш Ой, друзья. Так, выключим.